Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу показать вам наши обновки для Луны. Вот такие налокотники прислала нам подписчица Татьяна, купив их в Англии. В Москве не нашла. И вот только получив, примеряю их пока на своей собаке. Спасибо большое, Татьяна. Итак, у нас прибыли вот такие обновки из Англии. Вот такие шикарные штуки, как штанишки. Это налокотники. Вот здесь вот это толстенькое, вот это вот так, на две ножки, да? Ну ты посмотри, в каких ты штанишках, ритузиках красивых, да? Ну-ка. Вот, и здесь налокотник, и вот такие застежки, вот они. Это у нас примерка, просто самая первая сейчас получила, вот сразу и примеряю на собаку. Давай. Вот. Ну, можешь ведь ходить? Можешь. Можешь. Вообще шикарная штука. Варя, почему ты застыла? Ты нервничаешь? Ты посмотри, что творится. О, какая классная. Ну-ка, ну-ка. Вот тут вот, да? Тут подушечки нет, а другой есть подушечка. И здесь так хорошо, прям все вот впритык. Такое качество хорошее. Но у нас уже все в шерсти, потому что мы в шерсти живем. Чего ты застыла? Чего? Тебе не нравится? Понимаю. Понимаю, моя девочка. Вообще шикарная штука. Обалдеть, огромное спасибо, Татьяна. Лечение локтя Луны продолжается. Процесс очень небыстрый, а передержек с медуходом, как мы знаем, нет. Поэтому бесценна та женщина, которая обрабатывает дважды в день. Взяла ее временно и постоянно следит, чередуя то повязки с мазями, то рана, чтоб дышала, не давая расчесать. Помогайте, друзья, пожалуйста, кому не безразлична собака с человеческими глазами, как они говорит эта передержка. Друзья, вот такая малышка бросилась под ноги человеку в станице Кущевской. Не сразу обратили внимание, что что-то с ней не так. А оказывается, она искала помощи у человека, ласкаясь и привлекая к себе внимание. Можно было бы пройти мимо, но что-то не позволило мне отмахнуться, сказав, что пусть ковыляет дальше на помойку. Возможно, то, что она сама попросила человека, кинувшись в ноги, и, возможно, то, что такие 10-килограммовые все-таки пристраиваются. Пришлось мне ее забирать. И в ночь срочно отправили на машине. Сегодня утром она уже приехала в Москву. И сразу в клинику. Смотрите-ка, ага. Поднимает лапу. А как она поднимает ведь лапку, да? Ну, вон. Еще какой-то инстинкт сделайте, такой рефлекс. Вот так. Вот, видишь. Сейчас живот буду, вот. Потом... А если попробовать поставить на ножку на землю? Ну, она стоять-то не будет уже. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, мне сказали, что она хромает без ран и крови. Я решила, что, прищемила, отдавила, опухла, пройдет. Нет, оказывается, все серьезнее. Сделали рентген. Был или сильный пинок по ее бедру до перелома, как у нас такое уже бывало, или удар машины. Был перелом, вот этот отломок торчит. Ну, вот такой вот тоненький, да? Да. Ну, это убирать надо по-любому. Хирургически, это опять операция. Ну, да. Ну, получается, что кость, а вот это вот что? Это таз. Кости таза. Это не кусок кости торчит, нет? Ну, получается, кусок что... кости торчит вот здесь, вот с этой стороны. Но уже срослось. Да. Только кусок вот этот хирургически убирать, а хромота все равно останется. Скорее всего, да. Она будет так подвисать, эта нога? Ну, здесь я думаю, что вопрос времени еще на самом деле, потому что ей все равно, вот оно видно, тут очень хорошо, видите? Если это убрать, Где сам был начнет перелом. ходить. Да, нет. Оно, видите, просто по своей структуре, она еще как бы это вот так идет, а это вот резко вот так вот. Поэтому я думаю, что это тоже свои накладывает отпечатки, конечно. Вот. Но это не ее анатомическая особенность, это просто вот травма. Травма. А как раз таки на это еще указывает то, что вот эти вот висюльки у нее как раз на шерсти были. Да. Вот. Скорее всего, мне кажется, что это автотравма. В итоге
переломы в области таза в 2 местах. И уже эти переломы сросшиеся, поэтому возможно оставить как есть, если ортопед скажет, что это не доставляет ей боли и можно с этим жить. Нога не атрофирована, она имеет чувствительность. Друзья, мы еще в клинике. Измерили температуру 42. Проходим обследование, сдали анализы. Хотела убедиться, что она не беременна. Предложили сделать УЗИ, пока специалист есть на месте. Надо понять, почему температура и где-то идет воспаление. На стрессе температура поднимается, знаем, но не такая высокая. Ждем анализы. Она очень кроткая, несчастная, не видевшая хорошей жизни и еды. Это видно по ее поведению и состоянию истощенного тела и шерсти. Ни разу не огрызнулась доктору, позволила делать с собой все манипуляции. Какая же она милая и несчастная. Друзья, а вы как думаете? Может, надо было ее оставить в лесополосе, у дороги, на помойке? Она почти лысая, в клещах, на 3 лапах, тощая, голодная. Прожила бы от силы неделю или месяц. Ни пищи раздобыть, ни убежать от стрелка, ни увернуться от машины. Что же ей делать дальше? Друзья, помогите, пожалуйста, мышке, ведь наш канал о помощи четвероногим, и она очень нуждается в нас. Анализы, рентген, прием доктора, УЗИ порядка 20 тысяч, а ведь еще передержка 8,5. И доставить ее из клиники туда. А еще ортопед, к которому запросто не попадешь, а запись за 6 дней. Друзья, помогите, пожалуйста. Давайте спасем мышку.